Великая Отечественная война перевернула жизни всех жителей нашей страны. Миллионы героев ушли на фронт, миллионы трудились в тылу, миллионы были эвакуированы в разные уголки страны. С вами Андрей Максимов, и мы начинаем изучение истории в табличках. Несмотря на то, что Уфа в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу, здесь жили и работали, воевали и погибали настоящие герои. Об этом нам напоминают мемориальные доски, которые и расскажут нам свои истории. Истребитель, который расположился на улице Карла Маркса, с легкостью приковывает к себе внимание за сотни метров. Но если подойти поближе, можно разглядеть мемориальную доску и понять, что здесь он установлен не просто так. Штурмующие, дерзающие, творящие. Это девиз всех выпускников вуза, начиная с военного времени и не заканчивающихся по сей день. Одна из установленных памятных досок рассказывает о том, кто был конструкторами первого в мире сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика. Другие две гласят, что именно на этом самолете летали герои Советского Союза, заслуженные летчики-испытатели СССР. Наверное, для многих все же загадка, почему именно здесь, возле центрального корпуса хорошо известного вуза, установили этот памятник. Но дело в том, что во время Великой Отечественной войны в здание Уфимского авиационного технического университета был перевезен Рыбинский институт. Михаил Алексеевич, можете рассказать, как проходила эвакуация Рыбинского института? История Рыбинского авиационного института началась в 1932 году. Да, когда на базе филиала Новочеркасского авиационного института при Рыбинском моторостроительном заводе возникает самостоятельный институт. Но пришло время Великой Отечественной войны, и пришлось эвакуировать Рыбинский моторостроительный завод в город Уфу. Вместе с заводом был эвакуирован и институт. Ну, почему институт раньше не эвакуировали? Да потому что студенты, преподаватели всячески помогали заводу в трудное время. Рыбинский авиационный институт был открыт в городе Рыбинск, Ярославская область, в 1932 году. Эвакуирован в Уфу в 1941 году. Здание школы номер 26 на Уральском проспекте, ныне бульвар Ибрагимова. А уже 12 января 1942 года, меньше чем через месяц после завершения эвакуации, в институте возобновились учебные занятия. На 28 февраля 1942 года здесь учились 244 студента на 4 курсах дневного отделения и 70 студентов-заочников на вечернем отделении. А в 1943 году для института выделили большое здание на Ленина, 61, которое освободилось после распуска Коминтерна. Обучение было очень на высоком уровне, и в городе шутили, что Уфимский авиационный институт является поставщиком сталинских стипендиатов в другие вузы. То есть те студенты, которые были по каким-то либо причинам отчислены из авиационного института, в других вузах становились сталинскими стипендиатами. Каким именно предметом обучались студенты? В годы Великой Отечественной войны в вузе было 17 кафедр. На первом месте, конечно, это в соответствии с реалиями того времени, кафедра марксизма-ленинизма, потом математика, физика, химия. Также студенты изучали сопротивление материалов, теоретическую механику, начертательную геометрию. Но основные два факультета, которые упоминаются в документах того времени, это авиационные двигатели и холодная обработка металлов. Готовили специалистов в области авиационных двигателей и в области обработки металлов. Уже в 1942 году Рыбинский институт получил наименование Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. В военные годы вуз испытывал большие трудности с формированием коллектива опытных преподавателей. Выручало то, что на Уфимском моторостроительном производственном объединении в годы войны работало много талантливых инженеров-конструкторов. Их и приглашали для преподавания в институте. Пройдя обучение в институте, студенту было уже забронировано место на заводе? При заводе сразу же был открыт филиал института. Обучение велось по вечерней форме, и студенты непосредственно уже там готовились для завода.
А так действовала система распределения в то время. Наш институт был единственным машиностроительным вузом в республике. И в его выпускниках нуждались и другие машиностроительные заводы. После войны вуз продолжал свою деятельность в двух небольших зданиях, переданных ему непосредственно после эвакуации из Рыбинска, где занимали 600 студентов. В каких корпусах во время Великой Отечественной войны велись занятия? Институт прибыл в Уфу в конце декабря 1941 года. А к тому времени в Уфе уже эвакуированных было более 100 тысяч. И, конечно, найти помещение для вуза было очень сложно. Для института отыскалась школа. Учиться сложно было, мест не хватало. И как бывший декан Терегулова вспоминает, студенты даже вынуждены были забираться на шкафы. Но в 1943 году, в связи с тем, что врага погнали на запад, из Уфы был реэвакуирован исполком Коминтерна, который находился в здании бывшего дома пионеров на улице Ленина, 61. И удалось в 1943 году это здание институту получить. Там было оборудовано 15 аудиторий. И рядом стояла школа, и передали это здание тоже институту. В годы войны институту пришлось ютиться практически вот в таком небольшом здании, потому что ничего другого в то время город больше дать просто практически не мог. Сегодня УГАТУ – это крупный научно-производственный комплекс, который готовит специалистов высокой квалификации. В нем учатся более 20 тысяч студентов, работают 150 докторов наук, 750 кандидатов, а подготовка кадров ведется по 63 специальностям. На улице Чудинова в доме под номером 7/1 в течение 8 лет жил герой Советского Союза Султан Хамитович Бикеев. О чем и гласит эта мемориальная табличка. Вернулся в Уфу герой войны в 1962 году после демобилизации из рядов советской армии. Мемориальная доска была установлена 7 мая 2007 года. Султан Бикеев родом из деревни Абдрашитова Альшеевского района, но всю послевоенную деятельность вел в Уфе. Султан Хамитович Бикеев – герой Советского Союза, пулеметчик, танкист. Отдал Красной армии 26 лет своей жизни. Участвовал в Хасанских боях, русско-финской войне и в Великой Отечественной войне. Награжден орденом почета, орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды и рядом медалей, в том числе за отвагу и за боевые заслуги. Он замерзал в окопах финской войны. Потом был направлен на учебу, и в Великую Отечественную войну, когда уже собрался было увольняться, начал в качестве лейтенанта, командира танкового взвода. А главный подвиг он совершил на Днепре. Он переправил свой батальон, состоящий из 30 танков. 30 танков переправились, заняли плацдарм, и в течение 3 суток вели отражение контратаки немецких войск. Контратаку они отразили, выдержали. За эти 3 суток они не раз были на краю гибели. Однако вот Султан выдержал этот натиск. К тому времени подошли основные силы дивизии. Султан Бикеев находился на фронте с первых дней войны. Вначале служил заместителем командира батальона по политчасти 134-го танкового полка 216-й механизированной дивизии. В сентябре 1943 года, июне 1944 года капитан Бикеев был заместителем командира 586-го танкового батальона по строевой части 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса 37-й армии Степного фронта. Принимал участие в боях у Староконстантиновки, Умани, Каховки, Запорожья. Также принимал участие в освобождении Харькова, Белгорода, битве за Днепр. В ходе последней особо отличился. Я участник с 4 часов 22 июня 1941 года в этой войне.
Конечно, товарищи, немец ведь рассчитывал завершить войну в течение 1,5-2 месяцев, а фактически она продолжалась 1418 дней. Конечно, и план фашистов и Гитлера был, конечно, сорван благодаря мощному патриотическому действию наших воинов и советского народа. Во время операции на реке Днепр султан Бикеев в течение 3 дней удерживал плацдарм. Его батальон отбил 19 контратак, нанеся большой урон противнику. Батальон уничтожил 18 танков, 20 орудий, 5 батарей минометов, 45 пулеметов, около 800 вражеских солдат и офицеров. Я с Султаном Хамитовичем Бикеевым встречался много-много раз. Около 20 лет мы были знакомы, в школах встречались, потом и жили на одной улице Блюхера. Посмотришь на Бикеева, героя Советского Союза, и ничуть не подумаешь, что он герой. Скромный, недопустимо скромный человек. Он в школы приходил очень часто. 116-я школа на Блюхера, где учились его дети, куда он сам часто приходил, имеет музейный уголок, посвященный Султану Хамитовичу Бикееву. После войны султан Бикеев продолжил службу в советской армии. В 1947 году он окончил военную академию бронетанковых и механизированных войск, служил командиром батальона танков и самоходных установок, затем заместителем командира 74-го тяжелотанкового полка 8-й механизированной дивизии Белорусского военного округа. В 1962 году в звании полковника Бикеев был уволен в запас. Победа ковалась миллионами людей одновременно. И нельзя сказать, что кто-то сделал больше, чем другие. Каждый вносил вклад. Это и была цена победы. Об этом нам рассказали мемориальные доски, и мы этого не забудем.